конфликт Баталова и Смоктуновского при антисоветских представителей постиндустриального, академгородковского, реального мира дополняется далеко не безоблачным союзом Баталова и Ан-Сергеева, академгородковского сына и аграрного пати. Сжатый между двумя очень крупными актерами Смоктуновским и Сергеевым, Баталов должен был бы сокрушительно проиграть. Но он не проигрывает, потому что интроистория. Сергеев не по цензорской воле, а по факту игры поддерживает Баталова, а не добивает его. Хотел ли этого Ром или так это получилось у актеров, игрой которых, если они талантливы, управляет уже не режиссер, а дух культуры? Не знаю. Знал это только Михаил Ром. Но он эту тайну унес в могилу. Дело, разумеется, не в творчестве одного художника по фамилии Ром, даже не в совокупном художественном творчестве эпохи, а в той реальности, которую это творчество отражает, выражает, а в каком-то смысле формирует. Эта реальность, во-первых, позволяла выдвигать и реализовывать самые смелые постиндустриальные проекты. В стране был нужный для этого творческий потенциал. И не только творческий, но и социальный. Что такое творческий потенциал? Это наличие ученых, выдвигающих и реализующих масштабные идеи, формирующие новый облик страны. Это когда есть Курчатов и Королев. Что такое социальный потенциал? Это когда есть среда, превращающая идеи в проекты ядерный, космический и так далее. Такая среда состоит не только из творцов, которых всегда немного, но и из всего, что обеспечивает жизнеспособность замыслов этих творцов. А это миллионы людей. Миллионы воодушевленной постиндустриальной перспективой, готовые подвижнически работать во имя ее осуществления. Труд по созданию нового в принципе не может быть бюргерским, то есть нормальным. Такой труд всегда рыцарский, иступленный, подвижнический. Посмотрите в хронике на лица молодежи 60 годов, собиравшейся на концерты и дискуссии в Дубне или Новосибирском Академгородке. Это чистые, воодушевленные лица. Если бы тогда политические лидеры оперлись на этот контингент, сделали бы этот контингент своим Семеновским и Преображенским полком и жили бы уже в стране с возможностями, стократно превышающими с 1980 года. Свобода не стала бы синонимом деструкции. Застой не заразил бы своими миазмами все слои советского общества. Почему же этого не произошло? Потому что правящий класс, так называемая номенклатура, предпочел организовать регресс и развал СССР, но сохранить свои иерархические возможности. Номенклатура не захотела делиться властью с интеллигенцией. А без готовности делиться властью с этой социальной силой, превращающейся на постиндустриальном этапе с прослойки в господствующий класс, когнитариат, меритократию, развитие не могло осуществляться столь интенсивно, сколь это нужно было в условиях глобальной историосовской геополитической конкуренции. Интересы номенклатуры шкурные, корыстные, враждебные всему историческому совпали с интересами наших врагов и конкурентов. Что же касается интеллигенции, то у нее не хватило политического самосознания для того, чтобы понять собственные интересы с достаточной глубиной и масштабностью. Той глубиной и масштабностью, при которой интересы класса приобретают характер веления истории. Без этой глубины и масштабности класс не может возглавить процесс перехода страны на новый этап развития. А будучи неспособным это сделать, он становится пешкой в чужой игре. Так и произошло. Застой состоялся не потому, что Брежнев ничего не мог ему противопоставить, а потому, что номенклатура не хотела передавать кому-либо власть и не могла сама реализовывать развитие. Застой породил множество тяжелейших политических, социальных и культурных заболеваний, поразивших, прежде всего, интеллигенцию, в которой номенклатура видела нежелательного властного конкурента. Диссидентство и эскапизм, конформизм и потребительство, то, что Кierkegaard назвал смертной болезнью, и рассмотренный мною выше культ псевдонормальности, приводящий к построению церкви тела. Номенклатура боялась одного, что интеллигенция перехватит у нее инициативу в рамках красного проекта. Она совершенно не боялась, что интеллигенция начнет с этим проектом воевать. Она поощряла эту войну в ее двух вариантах, Сахаровском и Солженицынском. Она знала, что в итоге интеллигенция заработает весь букет описанных мной выше социальных заболеваний. Когда же это заболевания перешли в острую фазу и превратились в опаснейшие социокультурные штаммы, номенклатура сделала следующий шаг. Она эти штаммы выплеснула на общество так, как штаммы бактериологически выплескивают на подлежащее уничтожению войска или чужое мирное население. В конечном итоге, интеллигенция стала разносчиком заболеваний, уничтожающих другие слои общества. Да эти слои общества были патологизированы. Каждый из слоев в соответствии со своей органикой.
криминальный гедонизм, мещанство, не зря названное горьким ненавистью к людям. Мало ли что еще было использовано для того, чтобы общество превратилось в регрессивную слизь. Когда же оно в эту слизь превратилось, исчезло все то, что позволяло в предыдущую эпоху считать реалистичными самые смелые планы развития. Исчезла интеллигенция, научно-техническая, в первую очередь, но и не только. Исчез рабочий класс, созданный ценой невероятных лишений. Если сейчас в объявлениях пишется «требуется сварщик не старше 75 лет», то это о чем-то говорит, не правда ли? Исчезла промышленность как стратегическая целостная подсистема. Плохие или нет были советские автомашины, самолеты, поезда и так далее, мы на этом передвигались. Мы пахали на своих тракторах. Мы имели свое, пусть и несовершенное, станкостроение. Мы в целом организовывали жизнь, опираясь на свой внутренний, а не внешний рынок. Все это было обременением для тех, кто осуществлял реформы 90-х годов. Интеллигенцию, заразившую народ разрушительной волей к нормальности, в ее описанных мной вариантах криминального гедонизма и церкви тела, использовали и превратили в социального маргинала. Общество управляется внутренними, а не универсальными социальными иерархичностями. Мой отец, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, получал 600 советских рублей в месяц. Много это или мало? Поскольку рабочий получал 150 180 рублей, то это в 34 раза больше, чем зарплата рабочего. Это в раз больше определяло место в обществе, степень нужности, а значит и уважение. А также все остальное. Сегодня мои учителя, профессора Московского геолого-разведочного института, по определению обеспечивающего сырьевой сектор экономики, получают никак не больше $500, а то и меньше. Профессора ряда ведущих технических вузов по $500. Счастливцы, добившиеся высшей квалификации в МГУ, по $800 900. Нормальность. В какой другой стране мира, пусть не развитой, а развивающейся, существует такая депрессия в сфере оплаты труда ученых, инженеров, профессоров и так далее? Везде эта лидирующая группа развития, получает больше других категорий работников. Меньше других категорий она получает только у нас в стране. И это говорит о качестве протекающего процесса больше, чем все заявления по поводу воскрешающейся России. Это заявление непонятно, кому нужные, выполняют чудовищную роль. Они мешают осознать, что происходит с действительностью. 15 февраля 2008 года, Красноярск. Из стенограммы выступления первого заместителя председателя правительства России Дмитрия Медведева на 5-м Красноярском экономическом форуме России 2008-2020. Управление ростом. Продолжая реализацию тех проектов, которые были инициированы 2-3 года назад, мы должны будем сконцентрироваться в ближайшие 4 года на основных направлениях, на своеобразных 4 институтах, инфраструктуре, инновациях, инвестициях. Позже Медведев начнет говорить о 5, добавляя в качестве 5-го интеллект. Этот разговор о 4 или 5 был бы абсолютно правомочен в конце 60-х годов, в условиях СССР, готового к постиндустриальному рывку. Он был бы столь же правомочен в условиях высокоразвитой капиталистической действительности, например, той, с которой имел дело Рональд Рейган. Но он абсолютно не правомочен в условиях 4 декультурации, деиндустриализации, десоциализации, дегенерации. В условиях системного регресса, захватывающего как материальную, так и духовную сферу. В условиях глубочайшего культурного провала. Все это сдержано Путиным в период с 2000 по 2008 год, и потому мы еще не развалились окончательно. Но сдержано не значит переломлено. Призная Медведев в качестве исходной ситуации 4, ему пришлось бы говорить о восстановительном периоде или о чем-то другом, находящемся в соотношении с поставленным конечным заданием. Ни один политический лидер не может говорить о цели, не характеризуя стартовое состояние, из которого надо двигаться к цели по определенной траектории. Но Медведев лукаво избавлен от этой необходимости разговорами о том, что Россия в 2000-2008 году якобы не регресс сдерживала, что является большим, но относительным позитивом, вполне достаточным для сохранения ключевых политических позиций Путиным и его преемниками, а возродилась аки феникс из пепела. Возродилась. Разгром советского индустриального и постиндустриального секторов, 40 миллионов гектаров, целая европейская страна, квадрат размером примерно 650 километров, выведенная из сельхозоборудов, всем понятные и признанные на высшем международном уровне, прежде всего, ВАН, к которому мы всегда апеллируем, негативные мегатренды в сфере образования, медицины, культуры и много чего еще.
орды торговцев и менеджеров, криминальный мейнстрим, всем понятная беспрецедентно высокая продовольственная зависимость, невхождение в Европу и НАТО при потере своего поля политических, культурных и военных союзников, превращение бывших сателлитов в инструменты чужой политики, в источник особо сосредоточенной ненависти к тому, к чему ранее прилипали как по военно-стратегическим и экономическим, так и по идейным соображениям. Даны нам в качестве старта эти самые 4D, а мы говорим, что на финише будут 4 или 5 их, за счет чего? 4D. Что они сделали с ядром российской исторической личности? Травмировали это ядро? Сменили его? К какой исторической личности обращается до Медведев, говоря об этих самых и? Сочетаемы ли такие с нормальностью в ее рассмотренном нами триединстве, при котором один социальный модус этой самой нормальности мечтает или осуществляет эмиграцию в нормальные страны, другой модус превращает нормальность в криминальный гедонизм, а третий читает проповеди самбона церкви тела? Так какова же нынешняя Россия? Господин Ракитов, будучи советником Ельцина и призывая к модернизации России через катастрофу во имя смены ядра культуры, оно же ядро цивилизации как культурно-исторической монады не путать с мировой цивилизацией или с цивилизованностью, добился катастрофы. Но добился ли он смены ядра исторической личности, атакуемого этой самой катастрофой? Сам же Ракитов признает теперь, что этого не произошло. И призывает фактически менять дальше ядро уже за счет расчленения России. При этом он тоже прославляет нормальность в духе культа тела, прямо уравнивая нормальность с уютными, комфортными, хорошо пахнущими сортирами и утверждая, что качество сортиров намного важнее всего, чего угодно культурного исторического творчества, геополитического потенциала, научно-технической и экономической мощи. Как соотносится нормальность в понимании Ракитова с нормальностью в понимании Медведева? Ведь Медведев, я в этом абсолютно убежден, не готов добиваться нормальности ракитовским методом расчленения России на части. Да и вряд ли он все-таки так солидаризируется с нормальностью в духе церкви тела, запах, исходящий из сортира, комфортность стульчика и так далее. Но отсутствие четкой грани между ракитовским и медведевским пониманием нормальности, грани, проведенной, говоря образно, не постельным карандашиком, а солдатским штыком, создает огромные политические проблемы. Ядро культуры, ядро культурно-исторической монады, ядро исторической личности – это ядро истерзано. Но о смене ядра говорить не приходится. А раз так, то политический лидер, который в качестве личности лелеет в своем ядре нормальность как сокровенную экзистенциальную идею, должен соотносить лелеемое с безумием, являющимся нормой для исторической личности, к которой он обращается, и с патологизациями ядра этой исторической личности, и с тем, что я назвал 4D. В противном случае, апелляция к нормальности спустит с цепи 3 псов эмиграции, криминального гедонизма и телолюбия. И эти псы разорвут на части Россию. Я глубоко убежден, что Россия, находящаяся в нынешнем состоянии, может откликнуться на идею нормальности только деструктивно, то есть усугубляя антитезу нормальности системную социальную патологию. Но предположим, что я не прав. И что какая-то Россия, которую я не знаю ни по опыту, ни по проводимым мною и другими социальными исследованиями, готова к нормальной корреляции между призывом к нормальности и движением к нормальности. Это вся Россия. Медведев обращается к новой, нормальной России с лозунгом окончательного обеспечения синтеза нормальности и развития. А другой России нет. Ее олицетворяет только монстр по фамилии Кургинян, ткущий невразумительные псевдоинтеллектуальные холсты. Да полно. Я 2 раза в месяц провожу заседания своего клуба и вижу молодые лица с горящими глазами. У меня есть свои печатные органы, свой сайт. Я получаю многочисленные отклики на свои статьи и телевизионные выступления. Не буду говорить о других, просто чтобы никого не брать в подельники. Но счет, с которым я, и ведь совсем не я один, побеждаю сегодня на теледебатах с нормальниками, нечто отражает, не так ли? Но это мелочь. Всеми обсуждаемый рейтинг Сталина, неосоветское электоральное большинство, 2/3 путинцев, все зюгановцы, половина жириновцев,